Студия Романа Пестерева представляет. «20 октября с самого утра второго дня 5-го фестиваля студенческого спорта среди федеральных университетов начались соревнования по плаванию, в которых приняли участие 70 студентов. Участники соревновались в таких техниках, как баттерфляй, брас и плавание на спине. Прилетели мы с Екатеринбурга, прилетели поздно, и мы не спали всю ночь, так что я немножко уставший, и вся наша команда немножко убита. И в связи с этим мы не так хорошо проплыли, как хотелось бы. Я в прошлом году посетил Архангельск, и вот по сравнению с этим, конечно, проведение, открытие вашего фестиваля – это вообще нечто запредельное. Вчерашние старты вот эти веселые очень понравились, я сам поучаствовал там, эстафетой мы заняли 2-е место. Сегодняшнее проведение, бассейн на хорошем уровне. Я сегодня плыл дистанцию 100 баттерфляй и занял я 2-е место. В принципе, неплохой результат, учитывая, что это не мой профиль. Мы только что проплыли в своих дисциплинах, заняли почти все призовые места. Лично я заняла 2-е место на дистанции 100 метров баттерфляй. Организация нам понравилась, открытие было шикарное, понравился танец национальный ваш якутский. Организация соревнований тоже на хорошем уровне, и все нравится. Результаты плохие. У нас Тищенко Антон занял 1-е место на дистанции 100 метров брасом. Я заняла серебро на дистанции 100 метров брасом на такой же. И в эстафете мы заняли 6-е место. Журавлев Сергей также занял у нас бронзовую медаль на 50 метров на спине. В первую очередь это большой праздник для нас, для участников, для всех. Соревнования хорошие, заряд энергии, бодрости. Соперники отличные, есть с кем соревноваться. Чувствуется большая поддержка команды, города. Все это ощущается, нравится. Нравится, что столько спортсменов приехало. Результаты спортсменов довольно высокие, уровня сборной команды России. Есть различные результаты. Есть и послабее немножечко, но есть очень высокие результаты. Завтра будет еще 2-й день соревнований, завтра посмотрим. А в это время в Республиканском центре национальных видов спорта «Мадун» проходила процедура взвешивания участников соревнований по масс-рестлингу, которые начнутся 21 октября. Взвешивание проводила бригада судей, возглавленная главным судьей Михаилом Ильичем Борохиным, в которую вошли 6 судей, 5 помощников, 20 волонтеров, старший секретарь соревнований и врач, у которого перед процедурой все участники прошли внешний медицинский контроль. Спасибо большое всем волонтерам, которые нам все время помогают. Очень чувствуется их поддержка, помощь во всем, и организация все время идет нам навстречу. Это новый необычный вид спорта. Мы вообще занимаемся борьбой дзюдо, самбо. Мы мастера спорта по борьбе. И нам, когда предложили попробовать поучаствовать в масс-рестлинге, мы не отказались. Да, мы решили попробовать себя в чем-то новом. К тому же такая возможность посетить новое место, познакомиться с новыми людьми. Я узнал о 5-м фестивале студенческого спорта и узнал, что включен в программу новый вид спорта, национальный масс-рестлинг. Мне стало интересно в нем поучаствовать, посмотреть, что это такое. Расширить свой кругозор спортивных мероприятий. В соревновании по масс-рестлингу примет участие 43 студента, 31 юноша и 12 девушек из Крымского, Северо-Восточного, Северного, Сибирского, Уральского и Южного федеральных университетов. Также 20 октября начались соревнования по стритболу. Это так называемый уличный баскетбол, который от обычного отличается количеством игроков. Их 3 и зоны игры половиной баскетбольного игрового поля. Это уже 3-е игры мои. Атмосфера заставляет заряжать и себя позитивом, и позитив льется из всех окружающих. Мы отыграли уже 2 игры, выиграли Казанский федеральный университет, проиграли пока Сибирскому только. У нас еще впереди 6 игр. Турнир только начался, поэтому еще не все потеряно, только начинаем. Будем играть только на победу.
тяжело, особенно столько много игр в день, но в целом все достойно, все хорошо. Поддержка такая чувствуется и со стороны принимающих, и, естественно, со всего окружения. Очень всем довольны. Все команды практически равные. Жалко, конечно, мы первые 2 игры проиграли, а организация на высоком уровне. Так нас еще нигде за нас не беспокоились. Что же, пожелаем всем участникам удачи и пусть победит сильнейший!